Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня я сделаю отсыпочку на мужчину. Мы с вами, мои дорогие зрители, посмотрим его мысли о вас сегодня. Загадайте, пожалуйста, своего мужчину, представьте, назовите по имени, мысленно, либо вслух обратитесь к нему и задайте ему прямой вопрос. Мой милый, дорогой, имя. Что ты сегодня думал обо мне? Вообще, думал ли ты обо мне? Какие были у тебя мысли, связанные со мной? И пусть песочек вам все покажет, все расскажет. Прежде чем мы начнем, мои хорошие, дорогие, самые лучшие в мире зрители, хочу вас сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, и за ту теплую поддержку, которую вы мне оказываете в своих душевных комментариях, лайками и донатами. Земной вам поклон. Итак, я думаю, все уже загадали своего мужчину. Я обращаюсь к высшим силам. Высшие силы, дайте мне возможность ответить на все вопросы. Пошлите самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть Ох, ничего себе, мужчина, смотрите, как огонек зажег, рассмотреть вас пытается. То ли он за вами подсматривает, подглядывает. Видите, вот он стоит, в голове пусто, а в руке у него как спичка, да, вот зажег огонек, спичку. Птичка о птичке думает, пытается вас рассмотреть, либо рассмотреть, что там в вашей жизни происходит, кто с вами рядом, кого нет с вами рядом, чем вы занимаетесь. Мои хорошие, сразу говорю, эта отсыпочка подойдет именно для тех зрительниц, у кого нет контакта с мужчиной. Либо вы поссорились, либо вы живете в разных местах, либо контакт, может быть, прервался из-за каких-то событий, ситуаций. Вот он сам не свой, в голове пусто, потому что информации о вас не хватает, и пытается через вот этот свет, огонь спички, да, рассмотреть, что там у вас происходит. В фантазиях у него, в мыслях, что вы там развлекаетесь, что у вас куча там женихов, ведете там беспорядочные половые связи. В общем, там какие-то оргии в голове, ну, мозг рисует ему, да. И он очень сильно взволнован, ему хочется вам написать. Вот мне кажется, что он вам напишет. Может быть, еще сегодня, может быть, завтра, либо послезавтра. Вот как только в себя придет, напишет. Но в голове пустота. Видите вот эту птицу? Хочет вам написать, задать вам вопрос. Вот что ты делаешь, как ты живешь, с кем ты, что с тобой, что ко мне чувствуешь, да, вот его это беспокоит. Ему кажется, что вы от него отвернулись, ему кажется, что вы о нем позабыли, ему кажется, что вы в его сторону вот прям холодом, да, холодом веете. И он понять не может, да что ж такое случилось, что произошло. Разлюбила, разонравился, другого встретила, да, вот какая-то ревность в нем безумная, фонтан ревности проснулся. Видите, вот сзади у него такой вот странный какой-то то ли сапог, то ли длинный ботинок. И он его как примеряет, но не одевает. То есть ехать к вам, идти к вам. Знаете, он очень боится, что если он появится, то вы его просто вот сразу с порога пошлете. Так и скажете: пошел ты на. Да? Не хочу тебя видеть, не хочу слышать и вообще... Исчезни, испарись из моей жизни. Почему-то у него такие мысли. Может, действительно вы поссорились, а может быть, ни он, ни вы не стали действовать, да, и на какое-то время ваша связь, ваше общение просто прервалось. И он со своей стороны думает, что раз вы ему там не написали, не созвонились с ним, никак не реагируете, что типа он вам не нужен. Вот. А вы, наверное, со своей стороны думаете, что вот ты не проявляешься, значит, ты мной не интересуешься. Вот что-то между вами такое непонятное, как мара произошла. И еще здесь мужчину прям накрыло
Знаете, как этим медным тазиком накрыло, и кто-то туда так бум-бум-бум. У него мозг закипает по поводу вас. Как-то он раньше спокойно ко всему относился, да и к вам как-то спокойно, да, нравилось, да, типа были чувства. Он как-то спокойно воспринимал разлуку с вами. Ну, то есть никуда не денется, типа моя девочка дождется, вот, она меня ждет, да, вот такие у него мысли были. А сейчас, я же говорю, его накрыло, и тут и ревность, и что вот она передумала, она меня бросила, она от меня отвернулась, она ко мне холодная. Вот что это, да, что она делает, почему я не могу успокоиться, почему я не могу взять себя в руки, меня к ней так сильно тянет, у меня сердечко рвется на части, у меня сердечко кровью обливается, я вот не могу кушать, не могу работать, не могу с друзьями общаться, я все время про нее думаю. Вот он как сам не свой, как место себе не находит. И тут, видя эту картину, у меня к вам, девочки, возникает законный вопрос. Может быть, вы со своей стороны проводили какие-то обряды, ритуалы, вызовы делали на него. И это действительно сработало. Вот я вам серьезно говорю, именно сработало, он начал по вам сходить с ума. Его с бешеной силой стало тянуть к вам. Может быть, между вами действительно очень сильная эмпатия, либо вы очень сильный эмпат, когда вы о нем думаете, вы прям сердечко его касаетесь, да, и он начинает думать о вас, он начинает вспоминать о вас и тянуться всеми фибрами души, руками, ногами и головой вот именно к вам. Вот накрывает. Мне идет, что его накрывает. Но обычно такие вещи, они через вызов работают. Да, если мужчина был спокойный, спокойно переносил разлуку, и тут его начало накрывать, скорее всего, вы что-то сделали. Может быть, и сами не понимаете, что сделали, а может быть, целенаправленно делали. Но вот сработало. Мне идет, что сработало. Вызов сработал. Вызов доставлен, вызов получен, и мужчина к вам вот всеми фибрами стремится. И спичечку поджег, и ботиночки примеряет. Но ему очень страшно услышать, что он вам больше не нужен, что вы его послали, что он вам не интересен, что вы строите свою жизнь, развиваете в своем направлении, а еще, не дай бог, там другого мужчину себе нашли. Вот это ему, конечно, очень страшно. Ой, прямо жалко его, и вообще непонятно, что тут между вами происходит. Нет, но он вам интересен, это правда. Единственное, что я могу предположить, что вы на него обиделись. Вот тут ворона показана, от него ворона летела. Может быть, он какие-то нехорошие вещи себе позволил. Может быть, он вас обидел действием, либо бездействием. Да? Бездействие тоже очень сильно может обижать. В общем, вы в позиции, вы ждете и смотрите, вот как он себя поведет, будет, не будет. Конечно, вы его хотите увидеть. Конечно, вам есть что с него спросить, да, вот за это молчание, за то, что он пропал, за то, что он где-то там прятался, находился. Вот есть что спросить, но вы сами действовать не будете. Вы себе цену знаете, вам гордость никогда не позволит. Но опять же, это неправильно. Вот, поэтому мужчинка на грани. Вот я говорю, мне идет такое стойкое ощущение, что он буквально там не сегодня, завтра, послезавтра с вами точно свяжется. Еще мне кажется, что вы вызов делали. Сейчас я карты возьму. Посмотрим. Просто интересная картина. А вы, если хотите, напишите в комментариях, делали ли вы какие-то обряды, делали вы на него вызов, либо вы просто о нем думали, например, да? Потому что если вы просто думали, то у вас колоссальная сила. Даже если обряд делали, ну, извините, не у всех срабатывает, а у вас именно сработало. Так, сейчас посмотрим. Ой, тянет, как же его тянет, Господи, ему так холодно, так одиноко. Вы его как солнышко тянете. Он понимает, что где вы, там тепло и уютно. С вами ему хорошо, ему везет. Вы его солнце, вы его свет.
О, ребенок. Ему кажется, что он должен бежать, скакать, пока не поздно, вот бороться за вас, либо вас защитить. Пока туман не поглотил ни вас, ни его, нужно вот действовать. Прям места себе не находит. Ему кажется, что что-то страшное происходит. И вот промедление, оно как смерти подобно, да. Подозревает, что, вот я же сказала, да, он пытается за вами подглядывать, как в замочную скважину подглядывая, да, кажется, что у вас какой-то другой мужчина завелся, объявился, что, возможно, мужчина не один, и вы уже с кем-то другим думаете о том, чтобы создать семью, создать отношения. Ну и к вам у него тоже есть претензии, считает, что вы ищете леса. Его обманули, закрылись от него, все мосты сожгла. Ай-яй-яй, да, мальчика обидела. Мальчика обидела, а он ведь не каменный. Сердечко-то стучит, сердечко-то болит. Что творится? Вы его звездочка. Вы его звезда, вы его звездочка, и путеводная, и солнышко. И вот он к вам тянется, мои хорошие. Не, он объявится, видите, дорога. Хоть это и развилка, но это и дорога. Пусть не простая, не быстрая, но он объявится, он к вам придет. Мне вообще идет, что будет как звонок от него, либо смс-ка. Может быть, ничего не значащее. Типа, привет, как дела? Там и смайлик какой-нибудь глупенький. И вы такая, объявился, да? Если ничего не ответите, то он будет очень нервничать. А если вы ответите, то он прям, знаете, начнет действовать, да, точно начнет действовать. Куда-то вас звать, приглашать, либо к вам собираться. Ой, какая ревность. Как же он вас, девочки, будет расспрашивать, выпытывать просто будет. Прям уверен, что вы гуляете, уверен, что у вас кто-то другой. Может, он пасется в ваших соцсетях, и вы там запостили фотографию с каким-то другим мужчиной, это в компании какой-то, и он прям сильно перевозбудился. Ну-ка, давай, мужчина, покажи, что у тебя там на сердце. Что на сердце? Опять клевер. Господи. О, а это хорошо, это интересно. Да, сдается мне, что эта разлука, ну, буквально ему мозги промыла. Именно в разлуке он прям все прочувствовал, кто вы для него, что он с вами хочет. Вот прям хочу жизни с ней прожить, хочу женой своей называть. Вот страсти, любви от нее хочу. Ну что ж, что есть, то есть. Девочки, никуда от этого не деться. Ждите, появится, объявится. Уже, вот смотрите, место себе не находит. Ой, как же ему плохо. Тут и спичка поджигает, освещает, и в окна заглядывает. Ну, окна, скорее всего, в интернете пасется. И ни на чем сконцентрироваться не может. Накрыло так накрыло. Вот, может, еще даже, знаете, что думать? Что вы колдуете, да? Что вы там приворот на него сделали заочно. И он такой, все, вот меня к ней тянет, потому что меня приворожили. И ему совсем не страшно, наоборот. Но он, знаете, себя даже утешает. Если она меня приворожила, это значит, она меня любит. Это значит, все у нас будет хорошо, да, значит, она меня ждет. Да. Вот смотрите, что интересно. Он не думает о том, что он вас мог обидеть, да. Он не думает, что это из-за его бездействия. Он вот сразу у него мысли, что разлюбила, отвернулась. Вот как-то так идут, да? Интересная логика у мужчин. Ну ничего, девочки, он точно объявится, и тогда уже вы все напрямую выясните. Еще вот смотрите, показано, когда он объявится, ваша позиция будет гораздо сильнее, чем его. Вы с него будете спрашивать, а он как мальчик перед вами будет оправдываться, да? Будет заискивать и искать вашего одобрения, снисхождения.
и прощение. Вот как-то так мне идет, да, вот эти свои скверные мысли, он о них пожалеет, да, что думал, что вы там гуляете, развлекаетесь, вот прям убедиться, что это не так. Ну что, ждите, и ваш мужчина точно объявится, и уже там все узнаете. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.